Я, в общем, переоделся. Да, хочу посмотреть консервы. Скоро уже будут. На вкус. Вот сразу вот первое мгновение это как будто, вы знаете, вот продает перловая каша с тушенкой. Вот типа того. Здесь плотная масса, белая. Надеюсь, видите. Прослойка такая. Ох. Ну и глянем, что тут. Очень много жира. Масса непонятно что. Типа паштета какого-то. Ну и в то же время я вижу мясо. Вот. Мясо какого-то розового цвета. Розового цвета. Ну, запах вкусный. Под зубами чувствуется мясо, действительно. Очень много жира, просто дофига. Суп жирный будет. Прям вот вся банка в жире. И, ну, блин, честно, вот многим зрителям такое вот интересно, вот посмотреть. Новая банка, как бы ни разу не пробовал. И, как сказать, что внутри, как он выглядит. Вот это все. Вот бывает, консервы открываешь, там слой жира снизу, вот такой вот слой. И все, больше ничего такого нету. А тут просто дофига, очень много жира. Прям жирный суп будет. Вот полностью банка, вот такой вот слой с жиром. Но мясо, да, мясо есть. Я бы не сказал, что тут нету мяса. Вот прям шматок. Вот полностью. Да, это вот. Нет, ребята, эта банка, если сравнить с люкс Йошкар-Ола, то же самое. Вот это там уже слой жира, вот это, ну, вкус такой мягкий и очень-очень похож на вкус баночный, вот продает в банках. Даже у нас в Желенице вот перловая каша со свининой или с курицей, но один в один. Вот это и есть, как будто. Но тут только вот получается вот целая тарелка вот чисто мясо. Да, эта банка хорошая. Эта банка нормально. Да, тут мяса много. Много мяса. И мясо мягкое. Мясо мягкое. Видно, что это, ребят, свинина. Вот в прошлый раз я от подписчика, ну это тот же самый подписчик с Беларуси. Привет большой. К сожалению, не помню отправителя, но в любое время можете посмотреть видео. У меня есть, от кого пришло. Или же напишите мне, я вам в комментариях прикреплю вот это видео. Как я распаковывал, сколько всего вкуснятины. Вот, просто подписчик мне отправил. И вот сейчас я это вам показываю в своих походах. Вот. Так что спасибо вам еще большое и за ваши донаты. Это тот же самый донат. Как бы поддержка канала. Вот вы поддерживаете вот зрители меня. Бывают донаты на стримах, деньги отправляют. Я на эти деньги что-то покупаю там чисто для походов. Или же, скажем, вот посылку получаю. И этой посылкой тоже как бы я в своих видео, вы всегда видите, я озвучиваю, что мне отправили и как я это ем. Вот. Сегодня вот эту тушенку я буду ложить и варить суп. Вкусный суп получится. Здесь действительно это мясо, настоящая свинина.
А армейская банка, там не пойми что. Там как бы из говядины, тушенка из говядины, вот там еще одна банка у меня есть, сейчас я вам покажу. Вот. Армейская, говядина армейская, вот такая банка. Вот, смотрите, убитая банка, просто в хлам. Вот, смотрите, гнутые банки. Вот. Это посылка так пришла по почте России. Там коробка разваленная была, и еле-еле я донес до дома. В общем, хорошо, что в пакете, в мешке был. Уже в мешок сунули эту коробку, потому что разбитая в хлам коробка была. И эта банка тоже, я не знаю, огонь и воду прошел. Все банки такие вот. Там очень много банок было, я не знаю, что 10 или 20 там таких тушенок. Но все мятые были почти. Вот. А здесь, короче, мясо, я не знаю, из чего это приготовлено. Я озвучиваю, ребят, подписчики, как есть. Зачем я буду говорить, если что-то мне не понравилось, почему я буду говорить так, что очень-очень хороший. Вот это два в одном. Вкус хороший. Мясо, во-первых, очень жесткое. И непонятно, что за мясо. Просто я не увидел там такого, что просто из чего. Как будто недоварено вот это мясо. Или очень жесткое, или говядина, какая-то часть тела. Мясо такое, что не разваривается, никак не отварить. И не знаю, может быть. Сейчас мы дома тоже вот в деревне там совхоз есть, и где мясо продают. Мы тоже взяли мясо, и попалось такое жесткое мясо, капец. Только в печи всю ночь держать, и он там, как сказать, или же через мясорубку. Мы в основном пельмени из этого мяса и сделали. Или же в печи там томить там и такую тушенку сделать. Но чтобы, скажем, гуляш зажарить там или же гуляш приготовить, это жесткое мясо. Вот. Ну, все части тела, вот шейная часть жесткая, как сказать, ходовая там тоже жесткая. Самое вкусное, конечно, это спинная часть, это вкусный суп получается, и мясо не такое жесткое. Вот. Грудина хорошая часть, вот. Где вот мышцы меньше шевелятся, вот те участки, места, как бы нежнее, мягче мясо. А вот когда вот шея вот так постоянно в движении, или же когда ходит бычок, скажем, или же свинья, то вот эта часть жестче. Мускулы там жестче. Вот. Ну, показал вам. Тушенка понравилась. На вид, на вкус. Очень много мяса, но очень перебор жира много. Вот это я сейчас сварю, и потом верхнюю часть, верхнюю слой, вот это жир вот наверх поднимется, и это я все тулану там, короче, дам, перемешаю ему с этой едой, что у него еще осталось. Что-то аппетит не очень. Вот супом размешаю, может вкуснее там съест. Ладно, сейчас я жду, когда я уже как процесс готовки не стану снимать, я еще добавлю вот такой суп, вот, что вы всегда видите в моих фильмах, он очень вкусный и хороший, вот. Суп куриный звездочки, именно звездочки я покупаю этой фирмы, вот, запомните, если что. Вот, добавлю этот пачковый суп и с мясом сразу в один котелок, и буквально через 10 минут уже суп готов будет. И встретимся уже за ужином. Суп готов. Получается второй ужин уже в этом походе. Такой наваристый, хороший, вкусный суп получился. Надеюсь. Такой бульончик.
Светлый суп. Очень светлый. Ой, кушать хочется. Вкусный. Да, действительно, это консервы так настоящие. Это уже неоспоримо. Это 100 из 100 вкусные консервы. Там, наверное, 3 вида консервы было в посылке. Так, и майонез надо еще. Немножко майонез. Кировский майонез. В Кирове делают. Ну что сказать о сегодняшнем дне. В принципе, я уже наговорил. Достаточно. Сбор чаги продолжается. И дальше пока буду снимать. Кому нравится, смотрите, кому нет, так перематывайте, пропускайте, ждите на свой вкус видео. Скажем, некоторые ждут видео с охоты, видео быт в избе там. Некоторые любят смотреть, когда что-то я делаю, ремонт. Но это ремонт, конечно, и всем интересен. Но сейчас пока данный момент у меня вот такой формат видео идет. Сбор чаги. Ну и в перемешку с рыбалкой. Даже сегодня удачная рыбалка у меня. 2 щуки поймал. Нормально получилось собрать чагу. Не каждый раз так может там повезти. Там сегодня вот просто повезло хорошо. Суп, конечно, идеальный, вкусный. Именно вот бульон такой вкусный получился из консервов. Собаку накормил, все нормально. Сейчас уже, ну я уже начал смотреть фильм там, про наркотики, там, короче, что там, разборки, полиция. Нашли там 5 трупов с наркотой. Вот. Ну, примерно вот так и прошел день. Ладно, давайте до завтра. Завтра посмотрим, что у нас ожидает. В планах у меня где-то полдня еще, ну, здесь поблизости побродить, поискать чагу. Хотя бы 1 рюкзак, если наберу, и то доволен буду. Пособираю чагу и также пойдем собирать жерлицы, пособираем жерлицы и, наверное, подморозить сегодня капитально, потому что безоблачно было вечером. Сейчас до темна, но пока сейчас я не выходил на улицу. Вот, в общем, соберем жерлицы. Если время будет, еще порыбачу, хотя бы 1 жарку поймаю, вот эти мелкие рыбы. И все, поедем домой. В планах у меня 3 дня, 2 ночи. Можно еще, конечно, но, наверное, поеду. Поеду и потом в следующий раз, как получится, снова приедем. Вот. Очень хочется на 2-ю избу там проведать, съездить. Как получится, также съездим, посмотрим. Ну и там охота, в принципе, уже, можно сказать, закрыта. И рыбалка на хариуса мне вообще не тянет. Там за целый день 2, 3, 4 хариуса там поймаешь. Это разве рыбалка? Мне вообще интерес. Я давно уже потерял к этому хариусу зимнему. Вот. Ну, съездим, рано или поздно съездим, конечно. Такие дела. А сейчас я буду ужинать и отдыхать. Реально за целый день
В принципе, усталость накопилась, но... у меня еще трекер не выключен. Интересно посмотреть еще. Я посмотрю там трекер, где я бродил, что я далеко сегодня уже ездил. Поблизости тут уже все пособирал. Вот. В этом году я здесь собираю, а в будущем сезоне уже тут, в принципе, зимой делать нечего, скажем, сбор чаги там. Уже минимум ты будешь находить, а ходить на лыжах не так легко. Так что по возможности без снега лучше ходить. Блин, вкусно. Вот суп действительно получился тоже. Консервы хорошие. В прошлый раз вроде с томатной пастой готовил суп, тоже вкусный получился. Но это без томатной пасты, вот только пачковый суп добавил. Но все, слов нет. В общем, все нравится, все очень хорошо. Все, давайте. Больше уже сегодня болтать не стану. Завтра увидимся. А я буду ужинать. Лыжи надо вынести. Убежал куда-то. Шум какой-то вон там. Так сильно ветер, что ли, там гуляет? Походу, да. Тут вообще штиль. Немножко ветер идет, а там прям тайга гудит. Да, сегодня ветер уже поднимается, сегодня ветрено станет. О, бля. Ты у меня в этом, на реке. Вон без денег оказалось в будке охранник. А? Ладно, ты в будке, оказывается, лежишь. Как-то закрыть все эти дела, конечно. Да. Ну, чуть позже порыбачим. О, дымит. Ведро занести. Сейчас, наверное, капитально он замерз там. Все. Так, и вынести вот это дело надо. Пусть подостынет лыжи. Пусть подостынет. Все высохло. Ладно. Иди гулять. Видите, как по-разному. Вот здесь ветра нет, а там все так и шумит. Да. Ладно, сейчас чай попьем, оденемся и пойдем на поиски чаги. Последний кусок лимона. Чай с лимоном пью. Время 6 часов 47 минут. Нормально. Завтракать не буду вообще, не хочется. Вчера суп съел, блин, так вкусный. Такой вкусный и очень много и съел. Прям не хочу даже и думать о еде. Просто аппетита нету с утра. Вот. Лег я где-то уже почти 10 или после 10. Я фильм досмотрел. 2 фильма вчера смотрел.
1,5-часовой фильм. Такой боевик какой-то. Все время дрались, ломали. Такие, ну, как, не знаю, мне не понравилось. Как это так? Кувалдой бить человека, и он еще всех побеждает. Ну, это фильм для детей, конечно. Второй фильм фантастика. Тоже ерунда какая-то. 2 с лишним часа. Но досмотрел. Досмотрел, так как, ну, как-то интересно, что дальше будет. Ну, фантастика. Вот так. Ладно, вот такое утро. Утро хорошее. Погода переменчивая. Вот, блин, там как шумит лес. Вот здесь штили, интересно тоже. Интересно. Здесь, конечно, вряд ли чагуны. Но я хочу сходить туда с Пешней, где вот возле Старицы я увидел, вам показал. Вот эту возьмем, потом еще там побродим. Где-то хотя бы 2 километра. Кружок такой сделаем. И обратно придем. А там уже будем смотреть, что дальше будет. Первая находка на сегодняшний день неплохая. О, просто куча такая хорошая. Вон там. Видите, как большой. Опа. Один есть. Второй. Так. Так, хорошо. Пока все хорошо. В круговую, смотрите. Так. С другой стороны сейчас. Вон там еще сколько. Ага. Есть она. Так. Что-то собака где-то лаяла. Че он не догоняет? Ни хрена себе. Ого. Вообще не отходит. Фу. Фу. Не отходит. Нифига. А вон он. Тулан. Ого. Что-то застрял эта чага, бля. Ага. Опа. Вот так. Здесь куча большая, но она здесь оставлю я их. Потому что вон дорога, вон там. Недалеко. Приду, если что там. Налегке быстрее нам получится, чем первоначально вот так собрать и таскать на себе потом. Ни хрена себе. Застрял. Че он не отходит, блин?
Спотел, бля. Жесть. Там мягкий. Это как... Так. Ну, сейчас сперва вот это уберу. Ну нафиг. Здесь, конечно же, оставлю их. У меня пол рюкзака тут сразу же. Не с руки, блин, рубить. Не понимаю, как подойти, блин. Не получается. Не-то замерзнет, да еще. Фу, наконец. Хороший. От дороги 100 метров отошел. И вот такая береза. Просто огроменная. И вот столько чаги. Килограмм 5, наверное, сразу нашел. Сейчас пойдем дальше. Это здесь оставлю. Если что, налегке сюда приду пустым рюкзаком. Сейчас здесь зигзагом еще пройдусь. Может, где-то что-то и найдем. Фу, блядь, спотел. Ё-моё. Пока долбил это. Но она замерзан как-то. Жестко вот так. Вот. Примерзла. А этот мягкий. Мягкий. Его будешь рубить, он вот ломается он. Вот он. Вот. Вот это чернота. Килограмм 6000 рублей. В Альберис или где я видел. Вот именно это черней. Как смола. Я не знаю. Это какой толк от этого. Так, вот тут чага и там моя лыжня. Здесь уже вчерашние мои, как сказать, что я приметил. Вот сюда я пришел. Там где-то верховая должна быть. И здесь еще вторая. Вот, небольшая, но как бы приятно. Так. Пожалуйста, 2 штуки есть. А, тут еще один. Этот тоже хороший. Опа. Все, это взял. Так, где-то вот внизу еще там береза. Надо спуститься. А, вон он. Увидел. Да, пухляка достаточно уже много становится. Вот он. Не, сегодня это возьмем. И без снега еще выше станет. Это буран едет. Да. Так. Ладно. Сейчас попробуем пешней. Ого. Так, один есть. Все снегоходы с 4-татным. Сегодня один
РМЗ, российский двигатель, проехал. Потом это уже четырехтактный второй буран. Что все переделали. О, бля, это капитально жестко сидит. Это придется попотеть. О, бля. Опа. Да не может быть. Сбил. Вот такая ледяная чага. В принципе, хорошая. Там трухи совсем мало. И по весу видно, что хорошая чага. Плохая чага с трухой, она легкая. Вот. Ну что сказать, ребят. Сами видите, пешня работает. Вон он. Можно уже патентовать самоделку эту. Из куска рессоры сделал. Кому интересно, могу видео отправить, как я это делал. Пишите, комментируйте. Олег отправил мне видео, скажем, с пешней. В этом роде что-нибудь напишите, я вам ссылку отправлю. Прикреплю в комментариях вам. Вот. Все. Вот сюда я шел. Сюда шел, забрал. Здесь два дерева я знал. Потом уже сейчас буду ходить просто наугад. Просто буду бродить. Еще вот откуда пришел, параллельно я еще зигзагом пройду. Потому что этот поворот еще я не проверял. И пойдем еще дальше сходим. Конечно, вот этот угол еще вот старица. Вот это старица. Я слева вот туда смотрел. А вот правую сторону от старицы здесь надо еще один раз пройти. Вот. Или сегодня пройду, или же другой день. Ну, начало есть. Как бы уже можно сказать, неплохое начало. Потому что там я кучу оставил. Здесь уже есть немножко. Так, до обеда побродим, пособираем. Вообще класс. Погода штиль. Начнешь разгоняться, там быстрее пойдешь, сразу потеешь. Но сегодня чуть-чуть деревья, как бы шум деревья, шум от деревьев идет. И вот эта старица, между прочим, вот эта старица, это очень-очень длинная, очень-очень длинная. Я вот по GPS-навигатору смотрю, вот именно по трекеру GPS, ну, спутниковой картой. И отчетливо видно, это, наверное, сотни или тысячи лет назад здесь шла река. Шла река. Просто это, я не знаю, километров 10, наверное, вот так. И отчетливо видно. Не скажу, что вот даже на карте незаметно, а именно как русло реки идет. Это очень даже похоже, что здесь или таежная речка была, или же именно вот наша река Нившера здесь проходила. Потом как-то русло поменялось. Интересная картина, конечно. Вот. Ладно, болтаю. Надо идти. Здесь, ребят, совсем пусто. Вон старица с левой стороны. О чем я говорил, надо сходить. Дай, думаю, проверю. Тут ни хрена ничего нету. Да, сейчас перейду эту старицу, там моя лыжня будет. Там как бы капканы мои. Сейчас вот закрывал, там лыжня должна быть. И лес хороший тут. Смотрите. На чаге вообще ноль. Березы все пустые. Там как бы островок
сосновый. Интересно как-то вот получилось. Ой, блин, тут просто быстро можно заблудиться, реально. Вон там, посмотри, что-то похожее. Или кора отошла, или чага. Просто вот такие вот лабиринт. Старец тут. Да, елки, конечно, тут хорошие. Заячьи следы. Да, кора. Тут, короче, делать нечего. Фу, тулан здесь прошел. Не понял. Я его жду сзади. А он впереди меня, что ли? Да, это его следы. Или туда-сюда уже он прошел. Разминулись мы с ним. Капец тут. Ух ты, эта елка какая хорошая. Без сучья, без ничего. Да. Нет, не пойду больше туда. Там делать нечего. Место вообще зачет. Ни одного рябчика только нету. Очень жаль. Ладно, переходим. Тут делать нечего, ребята. Только время я теряю. А с другой стороны я как бы прошел тоже уже не раз. В общем, сейчас буду менять. Туда пошел. Ладно. Если что будет возвращаться к лыжню, сейчас я тропинкой схожу. Вот, смотрите, какая старица, широкая. А здесь река шла полным ходом. Если что, увидит мой лыжню, там придет. Так. Пойду обратно по своей лыжне. Так, где-то должна быть. Сейчас найдем. Вот вчерашнего, да, это позавчерашняя. Следы позавчерашние у собаки. Тут поднимемся, тут подъем. А, ну, понял, там капканы. Там. Ну, сейчас все понял, где я нахожусь. Капканы именно вот. Все капканы, что я собрал там. В куче там повесил. Вот это место есть. Опа. Да, все, тут на этих местах сбор чаги я закончил, короче. Может, где-то и они, конечно, остались, но чтобы вот надеяться на... Да, вон там висят капканы мои. Все, на свою тропу дошел. Здесь уже пойду именно по своей лыжне до нужного места. Там уже потом снова по целине. Да, вот капканы. Здесь они у меня висят. Здесь тоже хорошее место. Вот и тропа моя лыжня. Все. Здесь быстрее будет. Напрямик пойду по готовой лыжне. И уже там по новым местам повродим. О, бля. Где я еще не собрал чагу, я имею в виду. Посмотрю, один уголок такой. Если есть, соберем, если нет, так все. Да, здесь тоже хороший лес. Я там присматривал, может туда перейти как-то. Не стоит. Здесь для охоты тоже хорошо.